Вопросу водоснабжения Гала посвящалось совещанию в администрации Галского района, которое прошло под руководством главы района Константина Пилья. В заседании приняли участие сотрудники управления городского хозяйства, которые отчитались о проделанной работе и подробно объяснили причины отсутствия водоснабжения в ряде населенных пунктов района. Наверное, вы видели на Галмедиа, приезжал премьер-министр, поднимались на водонапорное сооружение. Премьер-министр тоже лично там ходили, вот мы расчищали, мы смотрели. Там у нас лопнул основное водосборное сооружение, и большая часть воды у нас вытекает в реку, не попадает в трубу, правильно я говорю? Да. Все остальное потом еще и по сети пока доходит, еще процентов 30-35, наверное, теряем еще по сети. И сейчас в городе у нас вот из того дебита, который должен был город получать, у нас получилось около 20%, мы только воду получаем именно на город и только на нижнюю часть города. И не выше первых этажей. Я знаю, что подготовили дефектный акт, те разломы сейчас зафиксировали, и у вас будет поездка, по-моему, управление капитального строительства вас сегодня ждет, по поручению министра, да, доложите обстановку, да, что вы просчитали, что сделали. Константин Эдуардович, на сегодняшний день само сооружение находится в плачевном состоянии, сам господин премьер-министр все это видел. Мы провели дефектацию и исследование всего сооружения. На сегодняшний день дебита воды на минималке, и даже в накопительном бассейне, что вода собирается, из-за подмыва самой конструкции нижней части, вода утекает со скоростью в секунду 170-200 литров. Мы это заключение сделали, исходя из работ специалистов, которые нам дали эту информацию. На сегодняшний день у нас готова полная дефектационная схема по этой сооружению, по водосборнику, по накопительному бассейну, по каплажу. Мы сегодня встречаемся с представителями УКСа и ознакомим все детали. То, что вода поступает и тревогу людей понимаем, но это чисто из-за повреждений, которые есть на самом сооружении и по водопроводу. По самой сети тоже проблема отдельная. По самой сети. Исходя из 100% накопительного бассейна, сегодня у нас в бассейне минимальная ситуация, когда 30% воды. Только в накоплении. Только в накоплении. Из него потери 5-10% с бассейна. То, что поступает в город Гал, это 20%, из них может быть 10% из-за утери. Уже внутри, уже в городской, уже помимо водовода основном, еще городской да. Тоже оно все, конечно. По заключению специалистов, виной всему изношенность водопроводных сетей и аварий на отдельных участках, устранение которых требует времени и привлечения дополнительных ресурсов. На ремонт мы расчеты сделали от 2 до 3 месяцев. Это капитальный ремонт всего сооружения. Я думаю, что после проведения всех видов работ по накопительному бассейну и водосборнику ситуация изменится к лучшему. Ну, обязательно. К лучшему. Но если нас поддержит государство и будут соответственное финансирование, восстановим трубопровод. И город Гал и район будут обеспечены. Хорошо, спасибо. Главный вопрос, чтобы на время ремонта, надо как-то вот так изловчиться, придумайте схему, чтобы на время ремонта все равно район не оставлять без воды. Хоть то минимально, чтобы город, есть понимание, как-то разделить на одну часть, там, скажем, левую часть за это время отремонтировать, про перекрытие, потом левую закрыть, снять, потом правую. Вот так как-то сбалансировать, чтобы мы совсем, если мы совсем, понимаете, остановим, то 3 месяца без воды, так не бывает, так не должно быть. Нам надо как-то так изловчиться где-то, чтобы все равно мы смогли хоть ту воду, то, что имеем, как-то какой-то резервуар придумать. Или внутри вот так частичный ремонт, вот как-то вот такую схему вы должны предложить Сухому. Эдуардович, на сегодняшний день у нас есть понимание этого вопроса, есть план по
тому, чтобы город Гал не осталось без воды. Мы собираемся изначально провести ремонтные работы на накопительном бассейне, построить кофердам и ограничить поступление в накопительный бассейн. Соответственно, вода будет поступать в подачу в трубу 500, и город Гал минимально будет получать Хотя бы воду тем за минимум это будет время. обеспечено. Хорошо, тогда так и договоримся. Все, хорошо работаете. Спасибо. Спасибо. По итогам совещания разработан комплекс мер, направленных на скорейшее восстановление стабильной подачи воды жителям Галского района. Тея Басария, Борис Цацуа, Александр Хуторов, Гал Медиа.